Столицу Татарстана, Казань, ежегодно посещает более 2 миллионов туристов, и она по праву считается одним из самых красивых городов России. Помимо привлекательных для туристов объектов и мест отдыха, Казань славится мирным сосуществованием людей различных национальностей и религий. Традиции тысячелетнего города ярко проявлены в реабилитационном центре «Ярдам», расположенном в московском районе города. Для сотен людей этот центр стал тем местом притяжения, куда они хотели бы всегда возвращаться. Уникальный лечебно-учебный реабилитационный центр был открыт в июле 2013 года, и ему нет аналогов в России и ближнем зарубежье. Центр совмещен с одноименной мечетью, но «Ярдам» с татарского переводится как «помощь», и эта помощь не зависит от национальности, вероисповедания и возраста. Центр изначально строился с учетом потребностей людей с проблемами по зрению. Современное оборудование, точечные рельефные цветовые обозначения, звуковой лифт помогает успешно проходить курсы реабилитации. В зависимости от назначения врача, каждый реабилитант получает определенный вид массажных процедур. Незрячих и слабовидящих в «Ярдаме» учат различным навыкам, необходимым в жизни: адаптации на местности, письму, чтению по системе Луи Брайля, компьютерной грамотности. Слава центра растет, и на экскурсию сюда приезжают даже из соседних регионов. Незрячие сотрудники центра рассказывают гостям об особенностях работы с компьютером, пользоваться которым обучают и тех, кто приезжает на курсы. Незрячим освоить компьютер помогает программа экранного доступа JAWS, которая озвучивает работу клавиатуры. Для слепоглухонемых есть брайлевский дисплей. Программа курсов насыщена и включает в себя, кроме лечебно-учебных, творческие и спортивные занятия, различные культурные мероприятия, походы в музеи, театры, концертные залы. Ну, что я могу сказать? Я был просто на самом деле потрясен, насколько здесь все организовано, насколько здесь очень интересная и разнообразная программа, и учебная, и культурно-массовые мероприятия. Дело в том, что я уже в обществе слепых состою с 70-го года, уже 46 лет. И много читал, и много ездил, и жил на Украине, и в Казахстан ездил, и по России много ездил. Знаю другие реабилитационные центры. Но такого уровня реабилитации инвалидов по зрению я нигде не встречал. Центр «Ярдам» стремится создать все условия и оплачивает проезд, проживание, питание всех, кто приезжает на курсы. Финансирование центра берет на себя благотворительный фонд «Ярдам». Работа с незрячими – лишь одно из 10 направлений в деятельности фонда, которое существует только за счет меценатов и благотворительности. С незрячими и слабовидящими фонд «Ярдам» начал работу еще задолго до появления центра. Еще в 2007 году в казанском поселке Левченко начались первые курсы реабилитации, и за это время их прошло несколько тысяч человек. Фонд «Ярдам» начинал свою деятельность с курсов для глухонемых, работа с которыми продолжается и поныне. Для глухих и слабослышащих в центре также проходят курсы реабилитации, в ходе которой люди получают помощь специалиста и овладевают новыми знаниями. С 2016 года в центре стали проходить курсы реабилитации для людей с диагнозом ДЦП, колясочников и опорников. Проект называется «Поддержим друг друга». И здесь своя программа, в которой курсантов учат жить в социуме, быть активными и помогать тем, кто живет в замкнутом пространстве. Здесь также, кроме лекций и занятий, массаж, лекции, спортивные конкурсы, походы в театры, уроки домоводства и творчества. Научить жить полноценной, насыщенной на события жизнью и быть самостоятельными – главная задача преподавателей и сотрудников центра «Ярдам». Всех любят здесь, уважают, понимают, приветствуют, помогают всем. Вот в чем дело. «Ярдам» – самая вообще классная штука в жизни, которую я видел. «Ярдам», если честно. Для того, чтобы проводить подобные курсы, в центре «Ярдам» рассчитывают не только на помощь спонсоров и меценатов, но пытаются и сами зарабатывать. Близ центра открыт пневмошатер, банкетный зал которого может вместить до 200 гостей. В здании центра также еще 2 зала разной вместимости, где отмечают торжества и проводят различные мероприятия. Кроме этого, в цокольном этаже центра размещена типография, в которой предоставляются практически все виды полиграфических услуг, от издания книг и широкоформатной печати до изготовления баннеров и сувенирной продукции. Тот, кто заказывает здесь что-либо, становится своего рода благотворителем, ведь все доходы идут на содержание центра и проведение курсов. Один из крупных заказчиков – компания «Аэрофлот», буклеты которой приспособлены для чтения незрячими. Типография «Зурказан» – третья в мире, где печатают Коран шрифтом Брайля. Его издание занимает 6 томов, и по традиции по окончании курсов его дарят незрячим мусульманам. Центром «Ярдам» руководит вице-президент фонда Малика Ханум Гельмудинова, которая разработала уникальные методики обучения и реабилитации незрячих и слабовидящих, глухих и слепоглухих.
И это действительно, это Ярдам мечеть, это рай для слепых. Сегодня в центре Ярдам многие навыки и знания, необходимые как в миру, так и в духовном развитии, преподают незрячие, бывшие ученики Малики Ханум. По ее методическим пособиям работают филиалы центра Ярдам в Ингушетии, Дагестане, Казахстане, Кыргызстане, Чувашии, Башкортостане, Мариэл и во многих городах России. В них также преподают ее ученики. Среди приоритетных направлений благотворительной деятельности фонда Ярдам – работа с детьми. Ведется тесное сотрудничество с детскими домами Зеленодольского и Лаишского районов Татарстана. О многогранной деятельности центра, как и о других социальных проектах благотворительного фонда, можно рассказывать часами. Физические ограничения, будь они с детства или по стечению обстоятельств, не повод для отчаяния и уж тем более не повод для печали или озлобленности на весь мир. Научить противостоять жизненным сложностям и зарядить желанием помогать другим в их преодолении – главная задача курсов в центре Ярдам. Вот я говорю, мы ехали буквально вот просто физически лечиться. Первый проходит Да. у нас Саратов. А здесь у нас пошло, духовное развитие, духовное исцеление. Казань по праву гордится своим реабилитационным центром, пребывание в котором незабываемо. И каждый, кто приезжает на курсы в Ярдам, осознает, что возможности духовного роста не ограничены.